23 февраля Кохи Вахдат, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на торжественном собрании, посвященном 29-летию вооруженных сил Таджикистана. Вначале президент искренне поздравил всех военнослужащих силовых структур и правоохранительных органов, а также ветеранов воинской службы с Днем вооруженных сил страны. Глава государства высказал свои размышления относительно 29-летней истории создания вооруженных сил страны в крайне тяжелых, острых экономических, военно-политических условиях страны, пройденных строгих экзаменах и испытаниях о преобразовании в организованную и надежную структуру, могущественную силу защиты государства и народа Таджикистана и одного из столпов независимого государства нашей страны. Было отмечено, что в трудные годы внутренних конфликтов и навязанной гражданской войны личный состав вооруженных сил с преданностью народу и Родины выполнял свой сыновий долг и военную службу, нес поистине исторический вклад в дело восстановления конституционного строя, стабилизации ситуации, нейтрализации экстремистских и террористических группировок, других преступных элементов, то есть в дело обеспечения верховенства закона, мира и стабильности в стране. Наш президент подчеркнул, что правительство Таджикистана и благодарный таджикский народ никогда не забудут об этих героях и чтят исторические заслуги отважных и смелых сыновей нации. Напомнив о достижениях 30-летия государственной независимости, лидер нации подчеркнул, что защита независимости и свободы государства, достижение таких великих праздников прежде всего является результатом верной и патриотической службы подразделений национальной армии, других военных структур и работников правоохранительных органов страны. В ходе выступления уважаемый Эмомали Рахмон высказал свои мысли о государственной поддержке солдат, офицеров и сотрудников правоохранительных органов и отметил, что с первых дней независимости руководство государства и правительство страны обеспечивает все материальные и моральные условия для их службы в жизни. В частности, для военнослужащих были построены десятки жилых домов, повышен их должностной оклад. Достойные заслуги солдат и офицеров отмечены государственными наградами. В войсковых частях и подразделениях были построены объекты различного назначения, которые обеспечены современной военной техникой и боеприпасами. В результате строительства и сдачи в эксплуатацию вышеуказанных сооружений в настоящее время условия службы и жизни военнослужащих многократно улучшились по сравнению с первыми годами создания вооруженных сил. Президент страны в ходе анализа ситуации в мировом сообществе в связи с угрозами и опасностями поручил руководителям правоохранительных органов и высших военных учебных заведений уделять первостепенное внимание вопросам подбора и расстановки кадров, воспитания молодых офицеров, повышения уровня их профессионализма и воспитания личного состава в духе патриотизма. В завершении уважаемый Эмомали Рахмон выразил уверенность, что военнослужащие вооруженных сил, других военных структур и правоохранительных органов страны и в дальнейшем с честью, соблюдением железной дисциплины, современными знаниями и навыками, и, что важнее всего, с высоким чувством патриотизма, преданности своему государству, родине и народу будут выполнять свой славный и священный долг. После выступления президента страны уважаемого Эмомали Рахмона торжественное мероприятие в честь 29-летия образования вооруженных сил страны продолжила красочная концертная программа с участием деятелей искусств и культуры.